Туно мог предсказывать будущее и даже вступать в борьбу с божествами. Рассказывают, как в одной деревне кудесник сразился с самим Кереметом и заставил его отказаться от непомерных жертв. Покровителем Туно считался Инмар или Инмар-Кылчин, воплощение и неба, и земли. Рассказывают, что Верховный Бог является ночью к тому, кого он назначает быть Туно, в сопровождении старого, уже просвещенного им кудесника. Он выводит ученика, играя на гуслях в поле или к огромному оврагу, к широким рекам, через которые натянуты струны. Туно должен проплясать на натянутых струнах и не упасть. Только тогда его можно считать прошедшим испытание. Мы выбрали это место случайно. Мы долго выбирали, с сыном вдвоем все это делали с Алексеем. Долго выбирали и пришли вот на эту поляну. Поляна нам очень понравилась. Мы еще не знали даже, что она место намоленное. Оказывается, вот здесь вверху была священная роща. В Удмуртии есть еще священная роща. Вот. Но ее вырубили в 1950 году. Нужны были земли для посадки в советское время. И вот ее решили убрать. И на самом деле ее убрали. И председатель умирает в этот же день, когда убрали рощу. Тракторист утонул через неделю. И все, кто принимал участие в ликвидации этой рощи, до сих пор вот эти семьи, они все еще страдают, это рассчитываются за их предков. И на самом деле намоленных мест в Удмуртии очень много. Даже вот местные рассказывают, вот есть места, им дают для вырубки лес, но они туда не ходят. Говорят, ты нам дай подальше, далеко, но в этих местах мы вырубать не будем. Они тоже это почитают, они это уважают. Может, в какой-то степени остерегаются даже. Туно — человек-загадка, который связан с духами и может общаться с ними. Понятие Туно ассоциируют с шаманизмом, однако это не совсем шаман. Слово «туно», «тунаны», то есть это человек знающий, ведающий и предсказывающий. В таком случае получается, что Туно обладает в удмуртской практике религиозной теми знаниями, которые позволяют ему видеть нечто большее, чувствовать, знать нечто большее, чем обычный человек. Конечно, у многих народов есть такое представление о людях, которые с божествами общаются напрямую. И часто их называют шаманами. Но если мы будем интерпретировать это с точки зрения научной, то институт шаманизма как такового у удмуртов не сложился. И, наверное, будет не очень правильно, некорректно говорить и проводить аналогии в удмуртской религиозной практике, сравнивать Туно с, допустим, шаманами Якутии или индейцами. Владимир Емельянович Владыкин предполагает тоже в своей работе «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов», что, возможно, у нас институт Туно во многом не сложился, потому что как таковые обращения к единичному лицу, к шаману в Якутии, это практика характерная для народов, которые ведут кочевой образ жизни. То есть они в значительной степени перемещаются. Но как только народ плотно седает на землю, начинает заниматься возделывающим производством, привязывается к земле, появляется стационарная постройка культовая, которая бы отвечала запросам населения, жителей, для того, чтобы выполнять необходимые практики, связанные с духами, божествами. Ударные инструменты – одни из самых архаичных. Деревянные или металлические, они могут быть сигнальными, бытовыми и отпугивающими. Например, звон колокольчиков можно услышать на праздниках и общественных мероприятиях. Шумящие подвески в древности выполняли роль оберега. В музее-заповеднике Иднакар хранится нагрудное украшение, возраст которого, по оценкам ученых, около 1500 лет. Это нагрудная подвеска, найдена в женском захоронении
Концовского могильника, это современный Слободской район Кировской области. Но этот памятник, он относится не к чепецкой культуре, это более раннее время, яманаевская культура, 5-7 века нашей эры, соотносится она со временем распространения паломской культуры, которая была здесь у нас на севере Удмуртии. Очень богатое было захоронение, ну, вот, и один из предметов — это вот подвеска, недавно побывавшая на реставрации в Казани, и сейчас у нее совершенно самый настоящий экспозиционный вид. Вот, и она до сих пор действительно издает звон металла, который считался в Средневековье неестественным для природы, и считалось, что вот шум, звон металла, он объединяет нечистую силу. И с точки зрения, конечно, музыкальности, в принципе, это тоже можно считать музыкальным инструментом, потому что мелодика, характер в этом украшении, конечно же, есть. Как при жизни владелица до сих пор металл издает очень мелодичные звуки. Манисты – это женское украшение. Оно передается по женской линии. Мне вот манисты эти достались от своей прабабушки. Одевают манисты в праздники, где много народу. Конечно же, это украшение. Девушка хочет свои лучшие наряды показать, быть красивой. Но еще самое главное – это оберег. Оберег в том, что манисты не звучат при ходьбе, и этим звучанием они отпугивают злых духов. Еще одевают бутьмар заплечный, тоже с манистами, заплечный такое украшение вот через плечо вот тогда, и туда тоже вешают бубенчики, колокольчики, которые тоже с каждым шагом они звенят и отпугивают злых духов. В обрядах, связанных с рождением ребенка, используют удары агурпул, печную заслонку. В традиции она выступает в роли музыкального инструмента. Считается, что шумные звуки отпугивают злых духов, которые могут навредить новорожденному. Часто мы видим, что печную заслонку, которая еще и является определенным символом печи, элементом печи, а печь выступает зачастую в наших традициях, где печь — это обязательный элемент дома, очень важный, соединяющий и три мира, подземный, средний и верхний, да, за счет своей конструкции, конструктивных особенностей. И ассоциируется с чем? С достатком, с теплом, с жизнью. И поэтому жизнь, зарождающаяся в женском лоне, она перекладывается в таких связях, параллелях и на печь, где запекается хлеб, где готовится пища. Поэтому печь и предметы, которые ассоциируются с печью, используются, когда печь затапливают, когда в печи готовят еду. Они имеют некоторое сакральное такое значение в обрядах, где мы вот видим, например, использование печной заслонки. Родился ребенок, ему исполнилось 40 дней с рождения, и тогда до 40 дней ребенка старались никому не показывать, боялись глаза, но все равно первую свадьбу нужно провести, и поэтому, чтобы не было на ребенка никакого сглаза, чтобы отогнать злых духов, все плохое отогнать из дома, играли вот печной заслонкой. А танцуют на печной заслонке, показывают. Бабушка играет в печную заслонку, бросает печную заслонку, танцует на нем. Это означает, она показывает свою радость рождения внука. На печной заслонке играют в день первой свадьбы, Нуны Чуан.
В этом случае слово «свадьба» имеет более глубокое значение, чем просто «женитьба». В современном представлении о традиционных обрядах и понимании жизненного цикла у удмуртов насчитывается 3 свадьбы. Первая свадьба — это Нунышуан, вторая свадьба — это Шуан, и третья свадьба — это Юрпыт-Шутон. Первая свадьба ассоциируется с венчанием, обретением некоторых связей общественных, да, новых, души человека, которая пришла в этот мир, и обретение некоторой связи ее с материальным воплощением, да, со своим телом. Это когда ребенок появляется в этот мир и начинает свою жизнь. Это первый момент. Второй момент — это свадьба, Шуан, когда человек находит свою вторую половину. То есть новое обретение социального статуса. Да, у тебя расширяется и круг твоих родственников, и в целом ты изменяешь свой социальный статус, становясь мужем или женой. И последняя свадьба — это Юрпыт-Шутон, то есть отдавание головы и ног жертвенного животного в честь умершего. То есть это последний обряд, в рамках которого прощаются люди, родственники с умершим человеком. Удмуртские ударные инструменты не забыты. Мастера есть в разных районах республики. Алексей Кузнецов изготовил свой первый инструмент – барабан-дымбыр в 2007 году для ребенка. Именно с него, небольшого по размерам детского дымбыра, он начал осваивать мастерство. Обычно я беру комель древесина, старый, то есть там уже посередине труха и работы меньше выдалбливать изнутри. Либо берется простая долбленка старинная, ненужная, как правило, некоторые люди не ценят такую посуду долбленную, из нее тоже можно изготовить барабан. Кожу обычно берут козью, так как она по своим свойствам, по эластичности, по толщине больше всего подходит. Если это небольшой такой бубен, который из телячьей кожи можно изготовить. Но если из кожи изготавливать инструмент, вот 2 похожих инструмента очень сложно изготовить, потому что кожа, она вот живой материал, точно такая же и древесина. Поэтому эти 2 инструмента, сделанные, казалось бы, из похожих материалов, они все равно звучать будут по-другому, по-разному. Древесину нужно просушить. Это, считайте, год хотя бы нужно, чтобы древесина просохла полностью, чтобы она там потом не подвела. Кожу, в принципе, не очень долго обрабатывать. Если традиционными методами, это недели 2. Старинная рецептура, она тоже основана на натуральных продуктах. То есть кожу нужно заквасить, чтобы убрать шерсть с нее. Для этого погружают кожу в специальную отстоянную такую массу из овсяных хлопьев с водой. Она должна закваситься и в этом вот растворе чуть-чуть подержать кожу. В 2014 году Алексей Кузнецов издал 2 методички по изготовлению музыкальных инструментов. Там же есть информация о барабане дымбыр. Мастер признается, что в издании описан его личный интуитивный опыт создания инструмента. Один из самых ярких и самобытных музыкальных инструментов удмуртов – тангыра. Название происходит от звукоподражания «тангыр»,
предмет, издающий звуки. Ее устанавливали на улице. Бревна или доски подвешивали на открытом пространстве, чтобы звук был громким и далеко распространялся. При входе в центр удмуртской культуры в Булае гостей встречает тангыра в форме чума. Ударный сигнальный инструмент появился здесь 2 года назад. Его поставили во время проведения этнофутуристического симпозиума. До сих пор даже имеет место быть, потому что в деревнях, как правило, есть, да, обязательное место, где до сих пор металлическое приспособление для создания звука, своего рода сигнализация, да, о том, что произошел пожар. То есть важные события в жизни общества, они действительно сопровождались ударом. В таком случае удар — это некоторый призыв. Удар — это некоторая попытка встрепенуть человека, его привести во внимание. И в связи с этим мы видим, что практика бытования ударных или сигнальных инструментов, она очень широко распространяется и на обрядовую жизнь в том числе, и имеет свое сакральное такое символическое значение. Одним из ярких примеров, наверное, является обряд вожо-дыр, то есть это переходное время. Вожо — это духи, которые в определенный период времени выходят и смешиваются с миром живых. И для того, чтобы их прогнать, для того, чтобы восстановить вот эту границу между миром духов и миром живых людей, используются, как правило, именно старые ударные инструменты или часто просто подсобные предметы, которые можно было бы использовать для извлечения ударного звука. Духов этих провожают всей деревней, стуча по углам дома, по бревнам, по окошкам у дверей, для того, чтобы из всех уголков этих духов прогнать. Еще одна тангыра, древо мира, находится внутри. Сделана она из предметов бытовой утвари. С появлением тангыры родилась программа «Забытые голоса», а сотрудники начали собирать всевозможные ударные инструменты, сигнальные, отпугивающие. Многие рабочие инструменты, которые использовались в быту, перешли в разряд музыкальных. Такой инструмент называется рубель. Предназначение у него было для того, чтобы проглаживать белье. Мокрое белье наматывали на валик и вот проглаживали. С помощью вот таких рубчиков выходила и лишняя грязь, и поэтому существует даже пословица такая: не мытьем, так катанием. Но вот сейчас используется он в фольклорных коллективах такой инструмент, а еще удмурты ходили во время ряжения с шумелками, с погремушками и тоже очень активно его использовали. А вот такие инструменты, как колотушка сторожа, ведь ходили по ночам сторожа по селению, прежде всего людей предупреждая, что опасности нигде нет, да? Крыши соломенные были, и возможные пожары были. Вот уже жители знали, что если спишь, если колотушка звучит, значит все в порядке. Еще один инструмент – круговая трещотка. По-удмуртски – такыртон. С виду детская игрушка, а на деле отпугивающий инструмент. В старину с ним ходили по засеянным полям, отгоняя птиц и диких животных.
Этот инструмент называется коробочка. И прародитель этого инструмента – африканский инструмент, щелевой барабан. Потому что здесь вот есть щель такая, да, поэтому звучание не глухое, а звонкое. А в Африке щелевой барабан изготавливали из целого бревна. То есть имел несколько отсеков, и несколько людей одновременно выполняли какой-то ритм. Тоже был сигнальным ударным инструментом. Народные ударные инструменты продолжают звучать в стенах центров удмуртской культуры и аутентичных коллективах. А вот в группе «Птица тыла Бурдо» чаще используют современное оборудование. Коллектив образовался в 1998 году. Удмуртские песни в репертуаре появились позже. Специфика группы – многоголосие. Девушки исполняют авторскую музыку, а также произведения местных композиторов. Играют на цимбалах, в органе, есть в составе и ударные. Мир ритма, он очень здорово разукрашивается вот различными такими тембрами. И мы это все использовали с удовольствием, потому что это все природные инструменты, это все акустика, и с народными песнями это сочетается вот так. И бабушки, когда мы ездили в деревню, они говорили, все хорошо, как прям надо. Даже вот так. То есть, несмотря на то, что мы играем на каких-то африканских барабанах, но у них просто не было их. Если бы они у них были, они бы на них играли. А у них не было их, поэтому они играли на том, что у них под рукой. Будь то доска разделочная или стиральные ложки, там, чугунки, все что угодно. Для меня важная все-таки миссия – это исполнять ту музыку, которая родилась здесь, на земле, на нашей. Будь то удмуртская народная музыка, имеется в виду фольклор, да, какой-то, переводить уже его в этнический жанр, либо музыку наших местных авторов, потому что они у нас чудесные и великолепные. Они у нас ни на кого не похожи, это точно. Архаичные и самобытные, ударные инструменты берут свое начало в незапамятные времена, сопровождая человека на протяжении всего его существования, в обрядах, в быту, в творчестве. Удар — это ритм. Ритм — это жизнь.